Обработка рук, температурный контроль и, конечно, маски и перчатки. Сегодня без этого никуда. Обязательно и социальное дистанцирование. На полу во всем музее теперь есть специальные пометки. Главное правило – не больше 5 человек в одном сегменте. С проверкой Национальный музей посетили особые гости. Выставки такие же полноценные, как и были раньше. Театральные постановки, когда откроют театры, будут такими же полноценными, как и были раньше. То есть мы единственное, что должны соблюдать все меры безопасности, чтобы оградить и себя, и работников учреждений культуры. Как показывает практика, за время карантина жители региона по культуре изголодались. Накануне в столице начала работу выставка «Говорит Сыктывкар». Только в день открытия ее посетило более 70 человек. К сегодняшнему моменту эта цифра перевалила за 100. Можно точно абсолютно пригласить всех желающих сегодня посетить наши музейные учреждения, потому что все требования безопасности, которые предписаны нами как министерством, которые предписаны Роспотребнадзором как контролирующим ведомством, здесь абсолютно точно исполняются. По случаю 240-летия Сыктывкара здесь и победный свитер Раисы Сметаниной, и телефонная будка 80-х годов. Позвонить не получится, но перенестись в другую эпоху вполне. Нам хочется поддерживать и показывать, что город развивается, что он не стоит на месте, что город развивается. И, конечно, в первую очередь мы нацелены на детей, на молодежь. К слову, культурная жизнь в столице этим не ограничится. За время карантина подготовлены новые проекты. Заключены соглашения о сотрудничестве с Пушкинским музеем Москвы. А уже на следующей неделе в Сыктывкаре стартует выставка работ Василия Кандинского. Иными словами, приходите, но про безопасность не забывайте. Виктория Денисова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.